В тот день Митру спасли. Спасли одну из последних. Вывезли из города спустя почти сутки после начала погрома. Сейчас она живет в самом крупном из сербских анклавов в Косовской Митровице. Городе, разделенном на две части, северную сербскую и южную албанскую. Здесь, по этой реке, проходит ощутимая граница между чем-то большим, чем просто два неужившихся вместе народа. Здесь, на этом мосту, с пафосом, названным миротворцами «мостом дружбы», граница между мирами. И тот мир, в котором возможно все то, о чем мы рассказываем, начинается на южном берегу реки. Туда, хотя бы раз в неделю, рискуя жизнью, отправляется 55-летняя учительница русского Митра Релич. Как-то всегда Бог помогает мне почувствовать опасность. Знаете, после 7 лет человек чувствует, как собака, заранее опасность. Вот уже несколько лет Митра обходит или при возможности объезжает то, что осталось от сербских кладбищ в Косово, в тех местах, где сербов больше нет. Она упорствует в том, что риск оправдан, народ жив до тех пор, пока ухаживает за своими могилами. Скрываясь за поваленными надгробиями от ветра и чужих глаз, она воскуривает ладан. Затем, идя от одной разоренной могилы к другой, скрупулезно переписывает в тетрадь имена тех, кто, по ее словам, был обречен умереть дважды. Первый раз, когда умер, второй, когда попытались уничтожить память о том, что он когда-то жил. С 99-го года, сразу после прихода, прибытия так называемых международных сил, албанцы параллельно с убийствами и выгоном сербов с народа стали уничтожать кладбища. Junaštvom daruj kćeri sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Что ты говоришь? Что в кастрюле? Да ничего, вода. Ничего у нас нет. Мне 84 года. Душка я. Душка Перич. Мучаемся мы здесь. Греемся, если дают дерево. Все тогда сбежали, а я старая осталась. Я жила выше других, в стороне от села, и видела, как горят дома моих детей. Там теперь нет ни одного дома, все сгорели. У меня нет ни одного динара хлеба купить. Я бы сегодня уехала, не с чем. Край. Здесь, на небольшом клочке огороженной территории бывшей овощной базы неподалеку от Приштины, он обретает свои реальные очертания. Это лагерь беженцев. Здесь, в нескольких километрах от своих пепелищ, выживают те, чьи анклавы не пережили последних погромов. Тем, кто оказался здесь, бежать было некуда. Поэтому люди, 3 с лишним года живущие в железных контейнерах за колючей проволокой, сами себя называют консервами, то есть тем, со съедением чего можно еще подождать. Эти анклавы, находящиеся в полном албанском окружении, в случае новой резни окажутся в большой опасности. Я думаю, что, судя по тому, как развивались события во время погромов 17 марта 2004 года, международные силы и в этом случае не окажут сербским анклавам никакой реальной помощи. Эти люди будут обречены пропасть. Попросту они будут уничтожены. Они нас побьют и так, если не убежим. Но у человека же должен быть свой дом. Сколько можно бежать? А значит, я обречена быть жертвой, не только я, но и все остальные здесь. Это необходимо этому миру, этой демократии, этой сегодняшней культуре. Я сама родом из Косово. Первый раз меня выгнали отсюда, когда мне было 12 лет. Тогда албанцы травили нас собаками и закидали камнями. И это наилучшие времена Тита.
Окончила школу я уже в Боснии. Там же стала работать учительницей. Работала, создавала. Но и там все отняли наши великодушные злодеи. Потом снова вернулась сюда, в Приштину, на свое родное место. Здесь у меня отобрали все окончательно, остался только ключ. Насколько еще хватит великодушия Запада? Будут ли они так добры, чтобы прекратить отнимать жизнь у людей? Я думаю, вряд ли. Люди, запертые в этих железных будках, полностью зависимы. Их не надо даже убивать. Достаточно отключить свет. Или не привезти воду. Или просто забыть о них. Не давать им еды. Работы здесь нет, врачей нет. Жизнь поддерживается только воспоминаниями о несуществующем доме, про возвращение в который даже подумать страшно. Все, что здесь происходит, все это политики знали. И Запад знал. И разве я должна это все рассказывать? Пора уже вам начать говорить об этом. Потому что все, что переживаем мы сейчас, все это приготовлено и для вас. Монахи написали икону моей милицы. Люди спрашивают, когда ее имя внесут в церковный календарь. Многие хотят, чтобы она стала их небесной заступницей. Вопрос с Косово будут пытаться закрыть в ближайшее время. До последнего момента казалось, что судьба этой несчастной земли предрешена, а люди, которых вы видели, обречены. Слишком уж много сил было вложено в этот такой небольшой кусочек территории, чтобы сейчас оставить цель недостигнутой. Но в самый последний момент в эту историю вмешались мы, то есть мы с вами. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто все решил еще в 99-м. А это значит, что очень скоро мир услышит, что это мы спекулируем на кризисной ситуации, что это мы вновь встаем на пути к чьей-то свободе, будут говорить, что это наша позиция делает ситуацию в Косово неуправляемой. И что это мы осознанно осложняем наши и без того непростые отношения с Западом. Не верьте. Снимая этот фильм, мы сознательно отказались от участия в нем любых политиков, неважно, наших, сербских, западных или албанских. Мы исходили из того, что сострадание к человеческому горю, к человеческому несчастью изначально субъективно и поэтому не нуждается в политкорректности. Нам очень хотелось показать вам истории людей, для которых понятие «край» уже давно не носит никакого географического смысла. Просто они уже на краю. И нам бы очень хотелось, чтобы вы теперь, когда будете слушать слово «Косово», вспоминали бы именно эти самые истории. И тогда, возможно, у нас у всех появится шанс на спасение. А жертва маленькой милицы окажется не напрасной. Oprosti Bože sve naše grehove, junaštvom daruj kćeri si